Здравствуйте, жители города Якутска. Провожу объезд по городу, смотрим, как у нас идет работа в целом сейчас по вопросам откачки, санитарной очистки города. И планируемая работа по восстановлению улично-дорожной сети после зимы. Ямочный ремонт. У нас в этом году, конечно, весна была особенно сложная. Мы с 23 марта уже начали откачивать воду с заниженных мест. А у нас к концу марта выпала 4-месячная норма снега. В апреле, все помните, снег выпал. То есть, по сути дела, он выпал и сразу начал таять. И это все, конечно, вызвало сложности для коммунальщиков, вызвало сложности для жителей. В целом, большая мобилизация прошла. И у нас сегодня сейчас по вывозу снега мы... К концу марта мы уже имели порядка 600 тысяч кубических метров вывезенных. Это больше, чем когда-либо. И с конца марта, вот за апрель, из-за этих снегопадов мы еще довели сегодня практически до 850 тысяч кубических метров снега. Столько никогда не вывозилось. 2 полигона полностью заполнены. Это у нас на 50 лет Советской армии и на Вилюйском переулке. Также возим вынужденно на Хотных Горах. Сегодня, значит, сейчас работы по откачке в основном идут. Основная проблема сейчас связана с откачкой вод, который поступает к аварийному ветхому жилью. Это деревянные дома. Здесь, конечно, проблема у нас в том, что все деревянные дома аварийные, они просели, они уже утонули в грунте. У них, к сожалению, уровень подоконника находится на уровне земли. И талые воды подступают вниз, здесь уже из самого грунта, под ними, по сути дела, оттайка уже по всему периметру дома. И как только температура повышается, эта вода начинает идти наверх. Значит, и у нас сегодня 29 домов находится на контроле. К сожалению, пока мы эти дома не расселим, по сути дела, мы вынуждены будем заниматься задачей обратной откачки. Круглосуточно силами управляющей компании, территориальных органов управления мы ведем эту работу по откачке и будем ее вести на постоянной основе. У нас пока других вариантов нету с точки зрения решения ситуации в моменте. Поэтому пока мы на контроле эту задачу держим, откачиваем. К слову, ситуация уже идет на спад. У нас сегодня обращений в ЕДДС меньше, чем вчера. У нас тренд пошел на снижение силами, значит, помп, которые ставятся в каждом доме. Мы воду уводим. В целом, какая работа в общем ведется по городу сейчас по откачке? У нас задействовано порядка 50 единиц фекальных машин. Больше их просто нет. Все, которые можно привлечь, мы привлекаем. В городе, значит, дальше у нас работает порядка 130 погружных насосов, порядка еще 50 мотопомп наших, еще мотопомпы управляющих компаний, мотопомпы по линии ЕДДС, которые мы привлекаем. Значит, и это работа, которая ведется круглосуточно, и она будет вестись, пока мы, значит, не уберем талую воду с этих домов, сегодня являющихся проблемными. И каждый дом на контроле. К сожалению, эта проблема из года в год в городе есть, пока эти дома не будут расселены. По улично-дорожной сети, значит, у нас сегодня центральная часть города уже просохла. Мы вывезли, откачали снег. Сейчас остается периферия, в основном где частный сектор. С частным сектором тоже есть много вопросов. У нас, к сожалению, есть проблема того, что многие снег не вывозят или вывозят его на улично-дорожной сети, происходит подтопление. Поэтому с этой точки зрения мы должны будем разобраться с этим вопросом. Значит, в будущем надо идти к тому, чтобы мы все собственники земельных участков своих вывозили снег со своей территории, чтобы не происходило подобных подтоплений. В целом, значит, работают все службы в круглосуточном режиме, мобилизованы уже начиная с 5 апреля, мы живем в режиме повышенной готовности. Иначе бы вообще с учетом выпавшего снега у нас, к сожалению, была бы еще хуже ситуация. Сейчас мы всеми силами, которые у нас есть, мобилизовали все, что можно. Помогает очень сильно республиканские структуры для того, чтобы мы быстрее приходили адресно к людям на помощь.
На сегодня у нас 19 многоквартирных домов потоплено, но это где-то где зашла вода в подъезд, может в какую-то в одну из квартир. Ну, на каждом многоквартирном доме у нас задействована или управляющая компания, или управа, или различные сторонние организации совместно с министерством. То есть вот эти 19 МКД, которые есть, там нет такого, что просто люди сидят и им никто не помогает. Если ситуацию за вчера брать, вчера у нас было 36. Динамика у нас есть на уменьшение. Задача на сегодня на штабе поставлена, чтобы по тем 19 отработали более оперативно, и завтра хотя бы то у нас 8-7 многоквартирных домов было. Но это те, которые проблемные, это когда реально полностью снег весь растает, ну и ситуация улучшится. Вода ушла? Это вчера 4 машины. Сегодня 2 раза он откачал. Это все равно глубокое. Да. Все равно тут вода полная. Ага. А вы не устали каждый год одно и то же? Я 7 лет вот мучаюсь такой. Потому что это криво пошел дом. Первой квартире только так, и второй. Когда я круглый год откачаю, зимой во втором подъезде или на втором этаже прорвется труба, сразу вот это ко мне все вода. Поэтому круглый год, каждый год, 7 лет мучилась. Вот третьем, квартире только в этом году вода, а остальные годы нет. Они поднимали пол, поэтому Данилов помогал, это Иван Иванович депутат. А тут вообще страшно мне. Живу, ну куда деваться-то? Управляющие компании Юнион вообще плохо работают. Я сколько мучилась, 7 лет вообще не приходит. Еще говорят, купите сами аппарат, шлангу. Мы так и делаем. В комнате дырку делали, аппарат ложим и вот откачаем. Вот недавно, 2-3 дня назад тоже так сказали. Сами купите аппарат. Люди все даже с детьми сидят в воде. Не только вы. Все. И аппарат они включают. Ну, говорите там, я не знаю, как плохо работают. Очень плохо. 7 лет меня мучили. Юрий, ну надо диспетчером... Да, мы провели работу, уже другие диспетчера у нас сейчас работают. Так же тоже нельзя. В 2020 году, в 2019 году очень хриплым голосом женщина говорила. Очень плохая была. По-моему, пьющая или какая-то. Она всегда на меня сердилась. Всегда трубку не брала или кидала. Сейчас оставлю вам номер, если вот Наконец-то сегодня хорошая женщина отвечала. Ну, вот, по голосу я знаю, какие добрые, нет, понимающие или нет. 42 28 57. Это будете подавать заявку, если какие-то проблемы будут, вот подождите, я скажу. 42 28 57. Вы сразу говорите адрес, такая-то проблема, там, хотите с директором поговорить, все мне прикрыло. Я всегда поэтому сейчас спрашиваю, это кто диспетчер? Да, позавчера спросила, не ответила, трубку бросила. Не знаю, кто это. А кто на помощь первый пришел в этом году? В этом году первый пришел. На помощь? Данилов Иван Иванович. Всегда он хороший, помогает как может. Да, машину отправил, фекалку. Да. А сейчас вам уже мэрия помогает. Мэрия вчера 4 машины. Из мэрии они сказали. Молодцы, молодец. По частному сектору собственник сам должен отрабатывать именно по своему земельному участку. Мы все-таки приоритеты выставляем там, где у нас проживают многоквартирные, то есть наши горожане проживают в многоквартирном доме, где у нас реально затапливает квартиры, мы туда и заходим. Но сейчас мы не можем разорваться и пойти по всему частному сектору. Конечно, где-то индивидуально подходим,
понимаем то, что там бабушка живет или кто-то, ну, никак не сможет среагировать, тогда в дальнейшем у нас управа уже отрабатывает.